В интернете появилось откровенное письмо полицейского, направленное в адрес главы МВД. Свою жалобу сотрудник полиции опубликовал на сайте, тем самым обратив внимание властей на проблему правоохранительных органов. К сожалению, он не пожелал указать своего имени. Здравия желаю, господин генерал. Я пишу вам с просьбой, не указываю своего имени, так как боюсь после этого остаться без работы. Я сотрудник правоохранительных органов. Нас заставляют каждый день заполнять по 2 протокола на водителей. Если эта норма не выполняется, нас постоянно наказывают. Начальство нас ругает и материт. Нам приходится из пальца высасывать нарушения водителей. Насколько это законно? Почему мы не можем просто оштрафовать тех водителей, которые действительно нарушили? Почему мы должны выполнять этот показатель? В прошлом году в нашем районе были оштрафованы 70 водителей за вождение в пьяном состоянии. В этом году мы еще должны найти 70 нарушителей по статье 608. В случае невыполнения этого показателя, сотрудников ждет наказание. Почему мы не можем просто оформлять тех, кто действительно выпил? Из-за этих показателей, полицейские сами вынуждены нарушать, действовать против закона. Есть инспекторы, которые дают взятку сотрудникам наркологических диспансеров, чтобы те указали положительный результат опьянения. Мы сами становимся преступниками. Каждый день, когда мы вступаем в передвижной наряд, мы должны дать командирам по 3000 тенге, а когда в рубежный наряд, то даем по 5000 тенге. Если отказываемся давать, то всех настраивают против тебя. Ты становишься врагом народа, над тобой начинают издеваться. Почему вы не отправляете проверку? Одна просьба: отправляйте в проверку честных сотрудников, а не взяточников. Мы устали собирать деньги проверяющим из МВД. Я пишу реальную картину ситуации. Никаких домыслов нет. Недавно в Аральском районе произошел данный случай. В отношении 3 сотрудников поступила жалоба. Они превысили свои полномочия. В результате, одного сотрудника отстранили от работы, а 2 с помощью взятки решили свою проблему. Их просто перевели на другую должность. Касательно письма пресс-служба департамента полиции дала ответ. По факту началось служебное расследование. О результатах будет сообщено позже, прокомментировала пресс-служба.